В Республике Саха-Якутия главой республики был подписан указ о стратегических целях развития республики. Это указ номер 145, где поставлены конкретные задачи по каждому направлению, в том числе и по направлению промышленности. О приоритетных национальных проектах мы сегодня говорим с нашим утренним гостем. Рада представить вам министра промышленности и геологии Республики Саха-Якутия Максима Терещенко. Максим Викторович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Максим Викторович, расскажите, какие приоритетные национальные проекты в вашем министерстве? Ну, я бы отметил, да, что, наверное, связь основная идет с тремя национальными проектами. Это такие, как сотрудничество экспорт. Вот сейчас объясню, да, почему. Это, естественно, и цифровая экономика, потому что промышленность не может жить в отрыве от современных технологий и тенденций. Это рынок труда, потому что на предприятиях все-таки работают люди. А поподробнее, вот что включает в себя эти национальные проекты? Ну, начну с первого, да, проекта, о котором говорим. В частности, по республике реализуется проект «Промышленный экспорт», и я являюсь вот в нем однозначно руководителем этого проекта. Стоят масштабные, серьезные задачи, в том числе определенные главой республики Александром Сергеевичем Николаевым. Мы просто должны развивать нашу промышленность, и здесь можно отметить несколько моментов. Во-первых, не получится развивать теми темпами, чтобы достичь тех поставленных целей, если принять стандартные механизмы. То есть мы не достигнем этих целевых показателей. Естественно, это идет опора на нашу базовую промышленность, которая славится Якутия, это горнодобывающая отрасль. Но помимо этого мы должны уделять внимание и несырьевым отраслям. То есть это и лесопромышленный комплекс, причем не только за счет существующих производств, но и создания новых производств, что немаловажно. Это, естественно, и алмазно-гранильная отрасль. Да, у нас сегодня идет развитие, но опять-таки мы должны показать рывок и в этом направлении. Много говорят, и здесь я тоже отмечу, что мы должны добывать не только сырье, но и производить переработку в части мамонтовой фауны. Но даже развивая эти три отрасли, сразу скажу, мы провели оценку, мы не получим тех необходимых результатов. То есть мы должны придумать и новые направления, и новые виды, то есть и новые производства развивать для того, чтобы обеспечить этот существенный рост. Мы должны опираться, как определил глава, и на развитие якутской агломерации, и на развитие нашего южно-якутского промышленного комплекса, восточной горнорудной провинции, западной конгломерации и, конечно же, наши северные арктические территории. То есть направления многообразные, да, то есть связанные между собой, они должны взаимодействовать. Вот те направления, в которых мы должны двигаться. А вот рынок труда, вот в этот национальный проект, что конкретно включено? Я, наверное, сделал бы сразу здесь два акцента. Да? То есть первый, на предприятие промышленности должно трудоустроено порядка 20 тысяч человек. Это существенно, это значимый показатель. Здесь, естественно, работа идет с различными другими министерствами, и она уже началась. Конечно, бы сделал акцент и на рост производительности труда. То есть мы должны обеспечить рост в несырьевых отраслях не менее 25% к 2024 году. То есть это существенные такие показатели, на которые мы должны ориентироваться. То есть рынок труда, этот национальный проект направлен на трудоустройство местного населения, я так понимаю, правильно, да? И на расширение спектра профессий, я так правильно понимаю? Можно и это тоже говорить об этом, потому что рост производительности, он однозначно будет подразумевать появление новых, в том числе, профессий, то есть либо развитие существующих. И тут идет привязка, например, к национальному проекту «Цифровая экономика». Раньше это были отдельные профессии, которые были связаны с информационными технологиями, да? А сегодня у нас практически каждая профессия должна включать в себя обучение и информационным технологиям. Это и на Гайдаровском форуме об этом говорили, да? То есть и сегодня, то есть приходят коммуникации у нас, приходят такие информационные технологии. Сегодня даже машинист экскаватора сидит, у него перед собой есть монитор, на котором он видит, что происходит на производстве. Сегодня есть диспетчеры, которые управляют производством непосредственно. Да? То есть очень большая автоматизация в промышленности. Но
получается, вот эти 3 основные национальных проекта или одни из главных они? Я бы сказал, это одни из главных, да, то есть это только мы проговорили с вами о 3, а так вообще у нас 12 же национальных 12 проектов. Мы просто национальных проговорили о проектов, тем, да. которые больше связаны с промышленностью. Я надеюсь, это интересно и вам, и вашим зрителям. Конечно. То есть Обязательно. Развитие республики интересно не только нам, но и, как вы отметили, всей республике. Вкратце можете назвать вот эти национальные проекты, какие еще есть в вашем министерстве? Ну, и еще раз, да, тогда повторю, то есть, естественно, это промышленный экспорт. Мгм. Мы, ну, и опять-таки отмечу, линейное развитие промышленности в данном случае не позволит достичь этих показателей, нужно работать над созданием новых производств. Это, конечно же, рынок труда, потому что трудоустройство, и цифровая экономика. Спасибо, Максим Викторович. Удачного вам дня сегодня. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам.